Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». 2 месяца назад я знал о Дюме, я иногда буду так его склонять немножко, сразу говорю, это не только я склоняю, и Некрасов, и Панаев, все тоже его немножко склоняли так, ну, как ради прикола, как сейчас говорят. О Дюме я не знал практически ничего, я знал 4 слова. Дюма был в Казани. Это все, что я знал. Собственно говоря, по большому счету, даже наше все население города Казани и вот эти 4 слова до сих пор знает. Потому что, увы, но тема эта совершенно не исследована. Я не знаю почему, потому что для меня это удивительно. У нас не было личности подобного масштаба за всю нашу историю. Вот сможете ли вы мне назвать личность такого же масштаба, такой же известности, такой же успешности, как Дюма? Хотя бы одного. Я имею в виду в мире. В мире, конечно. Ну, Горький, Шаляпин, конечно, в мире. Но Горький, Шаляпин наши. А это не наш. Совсем не наш. Сильно не наш. В общем, мы сделали фильм. Фильм идет 1:40. Я вас сегодня столько задерживать не буду. Мы сегодня увидим маленькие отрывки из этого фильма. Дюма давно стремился в Казань. Очень давно. Он стал суперизвестным в 40-х годах, когда он написал свои знаменитые книги «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» и так далее. И уже тогда он пытался проникнуть в Россию. У него было много знакомых в России. Его сын, тот самый Дюма сын, был женат короткое время на Нарышкиной. Не все сложилось. В общем, с русскими были очень тесные взаимоотношения у Дюма, и он стремился попасть в Россию. Но ему постоянно что-то мешало. Мешал ему человек, которого вы видите справа, это Николай I, хотя Дюма мешал себе, в общем-то, сам, потому что в 1940 году вышла книга «Учитель фехтования», ну или по-французски она называется правильно «Записки учителя фехтования», в которой Дюма рассказал очень романтическую историю о декабристах. Она была настолько романтическая, что она не могла понравиться тогдашнему нашему самодержавию, потому что тема декабристов была у нас под запретом. Ну, во всяком случае, ее романтизация точно. А Дюма в этой книге умудрился рассказать не только о декабристах, но и рассказать кое-что о нашей истории. Он рассказал, что случилось с Петром III, что произошло с Павлом I в этой самой книге. Эти темы были просто под запретом, потому что для всех в России Павел I умер от апоплексического удара. А мы с вами понимаем, как умер Павел I. И мы понимаем, какое отношение к этому может иметь Александр I, его сын, Николай I, его сын. В общем, все это было слишком для Николая I, и он, Дюма, конечно, запретил. Эта книга была под запретом в России. Даже Дюма рассказывает известный анекдот. Николай I заходит, сидит в книге Трубецкая, читает роман. Николай I спрашивает: «Я знаю, какую книгу вы читаете?» «Я знаю». Она говорит: «Ну да, учитель фехтования». «А как вы угадали?» «Это последняя книга, которую я запретил». Так что Дюма было заказано путешествие в Россию, но Николай I умирает в 1955 году, и Дюма приезжает в Казань в 1958. Воцаряется Александр II. Мы не можем сказать, что Александр II обожал Дюма. Конечно, нет. Он тоже был из Романовых, но тем не менее ему приехать разрешили. Перед вами весь вояж месье Дюма по России, ну тут не вся Россия, но вот по России видите. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград, Астрахань, ну и дальше там Кавказ. С июня 1958 года по март 1959 длилось его путешествие. 9 месяцев. По итогам этого путешествия он написал огромное количество книг, я даже не смогу их перечислить. Это и книги о крепостном праве в России, это отдельные книги. Есть отдельная книга «Кавказ», где только о Кавказе. Есть книга «От Парижа до Астрахани», где вот как раз про Казань, то, что мы сегодня будем вспоминать. В общем, вот такое путешествие у него было. Приехал он в Казань 27 сентября 1858 года. Приехал на маленьком пароходике «Лоцман». У нас нет, к сожалению, фотографии этого парохода, но примерно я вот показываю вам, как он мог выглядеть. Самое начало пароходства в России. Еще пароходики маленькие совсем. Еще пристани есть далеко не везде. Вот надо как-то вообще на берег слезать. Мы даже не знаем, были ли пристани в тот момент, скажем, у нас в Казани. Ну, такие, в широком понимании этого слова. Приехал он
на компании «Меркурий», как он пишет, но в 1958 году компания называлась уже «Кавказ и Меркурий». Это такая пароходная компания была. И вот дальше интересно, куда же он приехал? Перед вами карта Казани, ну, примерно, можно сказать, условно, 50-х годов 19 века. Вот я вам сразу покажу, вот посмотрите сейчас следующую карту, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот видите, синяя линия, да? Это старое русло Казанки. Кому-то, я понимаю, объяснять не надо, но все-таки объясню. Старое русло Казанки, оно сохранилось до сих пор, сейчас туда можно попасть, просто пешочком прийти, вы увидите заболоченное такое место. Вот она, Казанка, она огибала Зелантову гору, вот так западнее уходила туда, вот не как сейчас, да, и вот так она шла. Здесь она заканчивается, здесь, собственно, вот посмотрите, назад, здесь Волга-то была, вот, была маленькая совсем. И вот так приехал Дюма. Вопрос первый, с которым я столкнулся, тоже, куда он приплыл. Потому что в Казани даже до сих пор у нас остаются эти названия, у нас есть Дальнее устье и есть Ближнее устье. Вот это Дальнее устье, оно волжское. Здесь стояли пристани, впоследствии уже после Дюма они занимали практически 5 километров береговой линии. Возможно, он пристал сюда, но, возможно, он пристал и сюда, по Казанке. Был конец сентября. Кто-то может сказать, что слишком мелкая здесь была река в то время, но все-таки это было возможно. Мы поговорили с людьми, которые в этом понимают что-то, и это было возможно. Почему это так важно? Потому что все-таки интересно, ну вот, с какого берега он вышел, куда он пошел. Считается, что высадился он здесь. Вот все, что вы прочитаете, будет написано, что здесь. Я не могу сказать последнее слово в этом вопросе, но я могу хоть слово сказать. Дело в том, что я обнаружил воспоминания небольшие, но очень полезные художника, который был с Муане в этой поездке, с Дюма в этой поездке. Звали его Жан-Пьер Муане. Мы сейчас увидим с вами его картины, которые он нарисовал в Казани. Вообще их было трое. Они приехали трое. Дюма, и так они путешествовали по всей России. Дюма, его художник Жан-Пьер Муане и переводчик Калино. Калино, молодой студент, 22 лет Московского университета, которому ему в Москве еще дали, чтобы он ему переводил. Честно говоря, у нас тут по-французски все разговаривали тогда, да? Поэтому он не столько переводил разговоры, сколько переводил, вот так, знаете, он его усаживал за стол, и он ночами там сидел, он ему переводил Пушкина, Лермонтова, Лажечникова «Ледяной дом». Дюма как раз в этот момент, пока он путешествовал, он публиковался там во Франции, в журнале «Монте-Кристо», целый перевод «Ледяного дома», сделанного Калино, но подписанного Дюма. Более того, не перевод подписан Дюма, что якобы Дюма и сочинил. То есть он в самом начале сказал, что это там, ну да, это не мое. Но потом все переводы были подписаны Дюма. Увлекаемся. Так вот, Жан-Пьер Муане в своих воспоминаниях в самом конце, когда они уже покидали Казань, а покидали они ее на пароходе не Лоцман, а пароход Нахимов назывался, он говорит: я пошел смотреть на пароход и заодно зашел посмотреть на галеру Тверь. Вот как. Этого никто здесь в Казани не знал, я первый это прочитал. Я вам серьезно говорю, я не чтобы, значит, там как-то, но просто мне было настолько, я знаю, что я впервые это читаю. Этого никто не знал. Соответственно, мы понимаем, что сюда пешком он дойти не мог. Ну, не пошел бы просто. Тут овраги и так далее. Он пошел, конечно, сюда смотреть на пароход. Галера Тверь стояла там, где вот кораблик. Галеру Тверь, вы знаете, он ее описывает, он стоял вот возле этой галеры, он написал про нее, что вот та самая галера, на которой Екатерина II приезжала в Казань, вы это знаете, которая сгорела через 100 лет после визита Муане в 1956 году из-за детской шалости. Он описывает стеклянный ангар, который он видел, вот он его описывает. Описывает, что все швы уже растрескались, что скоро этот корабль рассохнется, в общем, и сдохнет. Это описывает Муане. Поэтому я считаю, что более вероятно, что они все-таки вышли вот здесь. Хотя это очень дискуссионный вопрос. Второй вопрос. Где они жили?
тоже ничего не известно. Абсолютно ничего. Известно, что они вышли, сели на дрожки, как пишет Дюма, и поехали 10 минут по оврагам. Ехали, значит, где-то полверсты, там что-то такое. Приехали Гранд-Магазен. Гранд-Магазен у Дюма по-французски, но это не центральный универмаг, это большой склад, Гранд-Магазен. Большой склад, в котором было досками выгорожено какое-то подобие жилого помещения, он спал, прямо написывает на доске. Но это Дюма, ему не во всем можно верить, наверное, все-таки как-то ему что-то подослали. Ну, якобы вот он, значит, вот так и спал. Что-то подобное вот такому вот они... Где это может быть? Ну, 58-й год, Адмиралтейка еще только строится, ничего там практически нету, заводы, там какие-то хибары. Мы не можем утверждать. Я примерно поставил крестик вот сюда, это улица Кларцепта. Примерно сад Рыбака. Представляете себе, да? Мечеть тут. Тут когда-то Свечниковская гостиница стояла, по-моему, даже в те же самые времена Дюма. Почему здесь? Очень примерно поставил, потому что на следующее утро Дюма просыпается один, Муане куда-то делся. Прибегает Муане, машет руками. Я тут посмотрел, они же не видели, они приехали в 6 вечера в Казань. Они ничего не видели. Они вот отсюда приехали сюда и все. Ничего не видели, Казани почти нет. И только утром они ее обнаружили. Обнаружил Муане, побежал, увидел, обомлел, прибежал за Дюмой, и они побежали, значит, куда? Побежали они вот сюда, на Кировскую дамбу, к памятнику павшим, который сейчас на Казанке, но тогда-то он был на суше. Ну, бывал тоже на воде, потому что Казанка разливалась весной. Но Казанка-то была, видите где, да? Она была маленькая, не как сейчас. Они увидели этот памятник, и вот что нарисовал Моне. Вы представляете, тут, в общем, мне даже комментировать нечего, вы представляете, где они стояли. Вот за вами тут Кировская дамба. Они, конечно, зашли сюда, Дюма описывает, и Моне описывает, рассматривали тут какие-то черепа. Какой-то, значит, смотритель им сказал, что тут вообще не разберешь, где татары, где русские. Все это описано. У вас не возникло подозрений, где это могло быть? Нет? Пока никто не знает. Я с Сергеем Павловичем Саначиным тоже созванивался по этой теме. Он даже статья у него есть, вы, наверное, книги есть у вас? В одной из книг, которую он выпустил, у него есть статья на эту тему, но там он предполагает, что да, это БУЛАК, скорее всего, но скорее где-то там, где сейчас вот университетская, то есть не Кремль. Потому что, ну, Муане мог пририсовать просто вот эти все причиндалы, как вот церкви, колокольню. Вот здесь вообще какие-то горы, да? Непонятно, откуда они тут взялись. То есть мог пририсовать. Вот здесь, между прочим, человечек, не сразу. Видите, в котелке, по-моему, даже. То есть там какая-то улица якобы. Он мог немножко тут додумать. В общем, мы пока точно не знаем. Сергей Павлович говорит, вот хорошо бы воспоминания Муане получить. Я говорю, так они есть у меня. Да ты что, даже у него их нет, оказывается. Вот, идем дальше. Так, это надо рассказывать. Значит, представьте себе, что, предположим, это нарисовано там, где Жарковский мост, представляете где? Его сейчас нету. Это где вот напротив пирамиды, вот вы переходите дорогу через светофор и идете к Кремлю. Там раньше был мост, потому что БУЛАК-то продолжался до Казанки. Вот здесь Жарковский мост есть. И вот они сюда пошли, ну, примерно, да. Пошли в Кремль. Конечно, они в Кремль зашли, да. Дюма это описывает очень кратко, он вообще все описывает очень кратко. Он описывает, что интересно, есть большая, огромная башня, пишет он, 4-ярусная. Это он Спасскую башню имеет в виду, хотя она не 4-ярусная. А есть башни поменьше, это башни Сюмбике. Это вот примерно то, что вы должны понимать про Дюму. Вот представьте, вот они бегут по Казани, он там что-то быстро в дневнике записывает, потом ему надо все это написать, времени нет. Он потом, приезжая уже куда-то, начинает это описывать, и начинается страшная вещь. Он все путает, все на свете. Башня Сюмбике у него ниже, чем Спасская башня. Ну, может, она потому что ниже стоит как-то. Ну, видимо, так ему показалось. Вот эта легенда вообще уморительная, потому что Дюма решил рассказать там, что такое Зеланд, дракон, почему символом Казани является дракон. Очень быстро расскажу. Иллюстрации мои.
Мусульмане заключили договор с драконом. Дракона зовут Низиланд. Запомните. У дракона вообще нет имени. Безымянный дракон. Он пророет хвостом булак, они ему за это будут каждый день таскать на съедение весь животный мир, который добудут. Но потом происходит завоевание Казани, русские приходят к власти. Русские говорят, с нами договора не было, поэтому, дракон, можешь быть свободен. Мы тебе ничего таскать больше не будем. Живи, там рыбку найдешь, мы тебя не трогаем. Дракон обозлился, решил, значит, отомстить, но тут, откуда ни возьмись, взялся святой Амвросий. Вот он, Амброзий у Дюма, да? Амброзий, он его, значит, как-то там, каким-то, значит, знамением, дракон, в общем, умер. Но образовалась огромная туша, потому что тело дракона занимало километр. Что такое полулие? Я сейчас не помню. У Дюма полулие. Это, наверное, сколько-то километров. Все это воняло, значит, мухи и так далее. Началась в Казани чума. И тогда, откуда ни возьмись, взялся святой Зелантий. Святой Зелантий. Он, значит, каким-то образом сделал так, что, в общем, вся эта чума из города ушла. И таким образом, пишет Дюма, у Казани два покровителя. Святой Амвросий и святой Зелантий. Но Зелантий, это, честно говоря, поздний перевод наших русских переводчиков. У Дюма написано, я посмотрел, Гелан. Не Зелантий даже, а Гелан. Все перепутано. Ну, мне кажется, дракончику нравятся такие сказки. И вот так все, абсолютно все, что он пишет. Дальше, после Кремля, мы отправились за покупками. Сейчас пошли бы на Баумана или еще куда, в Кольцо. А тогда улица Воскресенская, нынешняя Кремлевская улица. Самые интересные вещи продавали на Воскресенской. Вот так они из Кремля вышли, и вот сразу пошли, вот где у нас музей сегодняшний, да, вот это все гостиный двор, он и сейчас называется, ну только называется сейчас, а тогда-то был гостиный двор, с магазинами, с лавками. Что описывает Дюма? Вот этому посвящено вот столько объема, огромное количество объема. Он описывает шкуры, меха, кожа, его очень сильно все поразило. Ну, не могло не поразить, потому что Казань в то время славилась кожами в первую очередь. Еще со времен Петра Первого, даже, может быть, еще раньше, даже знаменитая казанская юфт, вообще кожи, казанские кожи, пишет Дюма, куда лучше, чем во Франции. Правда, стоит столько же. Дорого. Но Дюма ничего не надо было покупать. Если Дюма смотрит больше 2 секунд на какую-то вещь, она его. С ним есть люди, которые зорко следят. За что посмотрел Дюма. Я не знаю ничего лучше, чем путешествие по России, пишет Дюма. Только, конечно, если вы не относитесь к числу людей совершенно безвестных. Если вы приехали в Россию, то вас обсыпают подношениями всякого рода и всякого вида. Вы король в этой стране. С ним были люди, о которых мы чуть позже упомянем. Ему подарили тюфяки, подушки, сумки, в общем, его там одарили только так. Он был очень счастлив, Дюма. Всю эту улицу он, конечно, прошел, он все это описывает. Муане тоже это описывает, его тоже это поразило. Не поразил Кремль. Поразили кожи, поразили меха. Вообще их не интересовала архитектура. Оба пишут абсолютно одинаково, скажем, про наши церкви. Все русские церкви похожи друг на друга. У них 4 маленьких купола, 1 большой, ну и немножко различаются цветом. C'est toute la différence. Вот и вся разница. Они не были впечатлены этим. А вот это впечатлило очень сильно. Дюма уезжал из Казани на КамАЗе просто. У него был целый КамАЗ этих тюфяков. Я сбился со счета, но я не знаю, как он это пер. Ему еще Саратов, Астрахань, ему еще Казань, Кавказ. Я не представляю просто, серьезно. Если начнете читать что-то про Дюма, обязательно с этим столкнетесь. Якобы Дюма идет по Воскресенской улице, по Кремлевской, заходит в книжный магазин, а их там было то ли 3, то ли 4 на тот момент, они постоянно разорялись. Ну, в общем, они были. Духовную семинарию, представляете, там был магазин, в гостином дворе был магазин, дом Месетникова, ну, как объяснить, ну, вот на спуске на Черное озеро тоже был книжный магазин, 3 или 4 точно было. И якобы он заходит туда, ему дают книжку с его произведением, там, не помню какую, якобы. Он ее открывает и видит свой портрет. И ему страшно, там ужасный портрет, он, значит, говорит,
Он смеется, Дюма-то балагур, он смеется, покупает эту книгу и говорит, я заберу во Францию и буду пугать этим портретом детей во Франции. Это известная байка. Мне было тоже интересно, я подумал, ну, надо проверить. Во-первых, мы помним про учителя фехтования, да? Я не думаю, что книги Дюма легко продавались тогда. Во-вторых, я даже вот посмотрел в газетах, очень много смотрел, новые поступления, 58 год. Нет книг Дюма, очень сложные какие-то книги все, там даже и Диккенса не найдешь никакого, ничего там нет. В общем, выяснилось, что история произошла, но не у нас, и не совсем так. На Кавказе, где-то на Кавказе ему принесли журнал, который назывался «Иллюстрация», где написано было про него. Его биография, немножко такой фельетончик нехороший. Вообще про Дюма у нас очень плохо писали. Не принимали всерьез его. И ему показали его портрет. Вы смотрите сейчас на тот самый портрет, который ему показали. К счастью, осталось вот точный номер, там даже записано, какой номер ему показали, какой год, какой номер. Вот он на него посмотрел, и якобы ха-ха-ха. И я не знаю, что его развеселило, потому что это всего лишь рисунок с его же фотографией. Просто в зеркальном отображении. Вы видите разницу? Я нет. Может быть, он тут больше негр, но он только Квартирон, он действительно негр на четверть. Вторая байка. Тоже везде прочитаете про Чак-Чак. Что Дюма попробовал Чак-Чак, что он его, значит, и увез, и, значит, в своей поваренной книге описал, как медовые кусочки с сахаром, что-то такое. Во-первых, Казань того времени – это русский город, не татарский. Татар нет нигде. Вот почитайте адрес календарей, чиновники и так далее, вы нигде их не встретите. Это плохо, я не говорю, что это хорошо. И встретить Чак-Чак где-то в Казани, тогда купить его, попробовать, ну, сложно было, сложновато. Вообще очень вряд ли, что он его в принципе видел. А если бы он его видел, мне кажется, он бы его описал. Потому что, ну, это typical кузин, вот это обязательно пишется, потому что это экзотика. Что такое Чак-Чак? Чуть-чуть в переводе, да? Но это было бы ему интересно. И потом, эта книга не поваренная книга Дюма, у него нет поваренных книг. Это большой кулинарный словарь называется. Я нашел его в электронном виде, я его весь просмотрел, там нет слова Чак-Чак, там нет слова мед, медовые кусочки, там ничего этого нет. В общем, скорее всего, я могу ошибаться, потому что я выражаю сегодня только личное мнение. Я могу ошибаться, но я считаю на данный момент, что никакого Чак-Чака он в глаза не видел. И не описал он его, соответственно, нигде, скорее всего. Возможно, кто-то позже найдет что-то другое. По Воскресенской идут, вот представляете, да, и случайно встречают ректора университета. Ну, вообще с Дюма, на самом деле, забегу вперед, ничего случайного в Казани не случалось. За ним ходили, его пасли, и за ним наблюдали. И ему все время подсовывали того, кто был ему нужен. Обязательно должны были показать университет, как показывали всем нашим императорам. Его водили по всем точкам, куда водили всех наших царей, которые приезжали в Казань. Он, естественно, туда пришел. Осип Михайлович Ковалевский, тогдашний ректор университета, известный ориенталист, монголовед. Через несколько лет его уволят из университета после Дюма за студенческие волнения, но пока вот он тут, и он встречает Дюма, они идут, и Дюма так все это очень тоже немножко пренебрежительно описывает, потому что, ну, весь этот комплекс университета в 1958 году при Дюма уже стоял. Все было, все, что мы сегодня с вами видим, все к тому времени уже было. Каринский архитектор все это построил, и то, что внутри, ну, что мы знаем, обсерваторию мы знаем, библиотеку нашу знаменитую, и анатомический театр, все это было, и везде был Дюма. Пошли к ректору на чай, и там вопрос. Есть ректорский домик, где жил Лобачевский, вы все знаете этот домик. Вот здесь заходишь, да, и сразу натыкаешься на этот домик слева, где жили все ректоры. И Долова, и Симонов там. Вот. И они, конечно, туда заходили, потому что Ковалевский, скорее всего, там жил. Но вопрос-то интересный был, конечно, а куда они еще могли зайти, потому что жандармы, опять забегая вперед, пишут, дважды был у Ковалевского на чай заходил, к Ковалевскому. Куда? Наверное, туда. Возможно, Ковалевский жил там. Но все-таки, скорее всего, и домой к нему заходил.
И нам известно, что Ковалевский жил, вот вы сейчас выходите отсюда, вот выйдете сейчас, выйдите, посмотрите налево. Здание желтое такое, КАИ, с аэродинамической трубой, вот здесь стоит на Толстого. Костел, да. Это земля Ковалевского. Не только это здание, вот он, видите, да, вот это здание. Это вся земля Ковалевского была. Здание выглядело чуть иначе, оно не всегда было костелом. И, возможно, он или в нем жил, или рядом, потому что рядом были тоже домики. Но это точно была его земля, и это был конец города. Мы с вами сейчас в самом конце города, Казани 58 года. Ну, понятно, что там Суконка, там Адмиралтейка, но вот здесь Казань заканчивалась, вот здесь. Выходите, Толстого, все, конец, бум, нет Казани больше. Дальше Арское поле и так далее. Вот эти медицинские, все художественные училища, это все на краю стоит. Вот Родионовский институт, там Суворовское училище, если дальше пойдете. Это все конец города. Вот здесь было домовладение у Ковалевского. Возможно, Дюма сюда к нему приезжал. Он даже не упоминает фамилию Ковалевского, к сожалению. Не помнил, конечно. Зашли в библиотеку. Наша библиотека, не буду про нее долго рассказывать, она уникальная библиотека. Но Дюма она не восхитила. Он пишет столько-то тысяч томов, сильно ошибается в количестве томов. Книги, которые никто не читает, пишет Дюма. Ну, такая вот... Там же его нет, в этой библиотеке. Что там читать? Книги, которые... Действительно, если посмотреть на книги, которые сейчас там лежат, ну, я тоже сомневаюсь, что кто-нибудь их в руки брал. Ну, писатель вот видит так. В Казанских губернских ведомостях в этот момент выходит статья. Господин Дюма приехал в Казань в конце сентября. Он поселился не в самом городе, но в предместье его, в Адмиралтейской слободе. Ну, это пропустим, да. Говорят, в одном доме он преспокойно сказал, что оставил свой европейский костюм в последнем европейском городе, Петербурге. Вот какой поросенок, да, представляете, такое в Казани заявить. Одного этого ответа европейского гения Европа, впрочем, вовсе не считает Дюма гением, пишет журналист. Кажется, довольно, чтобы понять, почему нам и жаль, и стыдно говорить о том энтузиазме, с каким он был принят некоторыми лицами у нас. И вот так все статьи, все забрасывают. Дюма, слава богу, по-русски не читает, он не знает, что это все пишет. Но что только не говорят. Вот здесь упоминается, значит, статья превосходная в русском мире, в русском вестнике Павлова «Ватяки и Дюма». Это такой пасквиль. Я вам приведу одну цитату, самую простую. Он пишет, это Петербург уже. Если вы придете в высшее общество и скажете, что вы вообще не знаете про Дюма, не читали ни строчки, вам никто слова не скажет. Но если вы придете и скажете, что вы не знаете Диккенса, Теккера, Жорж Санда, на вас уже косо посмотрят и скажут, а уж читаете ли вы что-нибудь? Вот так. Ну, вроде как Дюма это такая вот беллетристика такая смешная. Это неправильное отношение к этому человеку, но да ладно. Вот, карикатуры, да? Представляете, какие карикатуры на него составляли? Мы сейчас вернемся к университету. Вот угадайте, что вот это что такое? Вот угадайте подпись к этой картине. Никогда не угадаете. Не угадайте ни за что. Я сам думал, ну что медведь? Ну, русский медведь бежит, зачем? Дюма и его репутация любителя мясных бифштексов. Вот так. Ну, русские мужики расчесывают Дюма. Тут он, значит, бежит за Шамилем. Он же к Шамилю ехал на Кавказ. Мистер Дюма, оставьте меня в покое, мне надо отразить нападение русских. Об этой безделице можно подумать после, теперь мне нужно серьезно поговорить с вами. В общем, путевые впечатления будут помещены в журнале «Монте-Кристо» вместе с другими замечательными очерками, написанными со слов русских, знающих очень хорошо Россию из иностранных источников. Вот так примерно в России встречали Дюма. Хотя здесь есть и французские карикатуры тоже. И вот. Выходят они из библиотеки и попадают в анатомический театр. Он лет 5 уже, по-моему, как закрыт, но раньше туда можно было прийти с экскурсией. Это анатомический театр, там вот такого добра, ну, плюс еще, как Кунсткамера в Петербурге. Страшные вещи там есть, да. Сейчас увидите, кстати. И вот тут начинается история, которую Дюма с большим удовольствием описывает. Потому что ему показали там вот эти два скелета, он на них долго-долго смотрел. Он долго-долго, значит, доставал из его
провожающий вот все подробности этой истории, потому что она ему очень понравилась. Вот еще одна находка, которая у Дюма не описана. Дюма пишет, вот, значит, библиотека, 120 тысяч там томов, которые никто не читает. Очень интересный кабинет естественной истории, так он анатомический театр называет. И вот, и все, как бы, да. Муане, видимо, в этот момент ходит какими-то своими там тропами, а скорее всего даже с Дюма, и Муане пишет, меня отвели в кабинет, где студенты проводят свои вечера, отдыхают. Если они, пишет Муане, так же учатся, как они курят и пьют в этих помещениях, я их могу только поздравить. Я рассказал эту историю в университете, ее не знали в университете, эту историю. Что он сказал? Они говорят, ой, господи, да курят и пьют, подумай, 19 век, ну и что? Да я когда учился, мы в коридорах курили. Ну, так что, тогда это было нормально. Ну, граф я, ну, представляете? Ну, граф Толстой сидит, кто и запретит. И пить можно, и курить, пожалуйста, ради бога. Но новость-то не в этом. Муане, опять же, нам помогает, который раз. Муане пишет, библиотека, анатомический театр и обсерватория. Ну, у Дюма об этом нет ни слова. Я когда увидел обсерваторию, я подумал, боже, какое открытие. На самом деле, казалось бы, ну какое открытие, они же мимо ходили там. Там же, это не та обсерватория, конечно, которая за городом, а та, которая в университете стоит. Она начала 19 века обсерватория. И вот они там были. Обсерватория с прекрасными инструментами, пишет Муане. Мы тоже там сняли эпизод, сейчас не будем его показывать, нет времени слишком много. Обязательно нужно упомянуть вот об этом человеке. Мариан Альбертович Ковальский, поляк по происхождению, в тот момент был директором обсерватории, он их встречал. Об этом нет ни слова, опять же, они же пишут для французских читателей. Ну какой Ковальский, кому интересен во Франции? Но мы-то понимаем, о чем речь. Он их однозначно встречал. Ковалевский и Ковальский, не путайте. Это Ковальский. Человек с мировым именем, описавший движение галактик, 58 год, да? Описавший движение Нептуна, человек известный во всем мире. Вот он был с ними. Это очень интересная вещь. И вот это тоже, это одно и то же. Комета Донати. Дело в чем? Комета Дюма. Дело в том, что Дюма начинает свое путешествие по России вместе с кометой. Комета Донати, появившаяся на небосклоне еще весной, к лету становится хорошо видимой, а осенью становится видимой ну просто так, что от нее не скрыться никуда. Она несколько месяцев висит на небосклоне, и в тот самый день, когда Дюма приезжает в Казань, она достигает своего перигелия, то есть своей наибольшей видимости. Это картина Уильяма Тернера «Комета Донати». Это настоящая картина и настоящая комета. Она так и выглядела. Это первая комета, которую сфотографировали люди. Единственная комета до этого была, которая... Вот это фотография 1858 года. Комета Донати. И вот вместе с ней приезжает Дюма. И он ее описывает не в Казани, а раньше. Мы едем на пароходике, видим комету. Такие эпитеты красивые, он очень красиво все это описывает. Никогда, даже на берегах Сицилии я не встречал ночи прекраснее этой. Комета, прочерчивая по небу свой серебристо-перламутровый свет, значит, блистала и так далее. Дважды он ее упоминает, мы это все в фильме показываем. Вот обсерватория, это находка наша, потому что Муане нам, спасибо ему, об этом упомянул. Сан-Саныч Дюма был в Родионовском институте благородных девиц, где сейчас Суворовское училище. Мы там тоже побывали. Вот это то, что мы вот увидели сейчас. Это так, как это выглядело тогда. Здание было двухэтажным. В 1936 году, ну, 20 века, конечно, нарастили третий этаж. Дюма об этом ни строчки не упоминает. Мы узнаем об этом из донесений жандармов. Я уже говорил, что на протяжении всего его путешествия его не преследовали, а зорко наблюдали жандармы. И писали не куда-нибудь, а князю Долгорукому в Москву. В Петербург. А он докладывал Николаю Первому. И на донесениях из Казани рукой князя Долгорукова, шефа жандармов, написано: доложено его величеству 19 октября. Его величеству интересно было, что делает Дюма в Казани. Ну, в Саратове вас, да, докладывали.
И оттуда же мы узнаем, что, оказывается, он был в Родионовском институте. Ну, только оттуда. Более того, шеф жандармов наш пишет, что был принят очень плохо Екатериной Дмитриевной Загоскиной, тогдашней начальницей Родионовского института. Представьте, застегнутый на все пуговицы заведения, застегнутый на все пуговицы Загоскина, приезжает Дюма в грязных сапожищах, одетый как черт знает что. Это не моя придумка, он так и был одет примерно. Дюма не ходил, он же сказал, я оставил свое европейское платье в последнем европейском городе. Он ходил здесь, как... Сейчас мы к этому вернемся, быстренько пробежимся. Вот так. И жандарм пишет, плохо был принят, она его чуть не выгнала, поэтому Дюма и не пишет это все. Что интересно, Мариан Альбертович Ковальский был инспектором классов Родионовского института. Взаимосвязь, да? Я ее улавливаю, скорее всего, после обсерватории туда и отправились. Он был инспектором классов очень долгое время. И, скорее всего, он и предложил. Но, опять же, Родионовский институт – это обычное место, куда всех наших императоров таскали. И Александров, и Николаев, и все там были. Они все были именно там. Потому что, ну, в Казани 1958 года что показать? Вот это мы сейчас арены показываем, там какие-то Казань-Экспо. А тогда что? Кремль, лавки и Родионовский институт. В Родионовском институте училась Вера Фигнер. Чуть позже Дюма. Вряд ли она знала даже, что он там был. Лев Толстой там бывал. Он жил там напротив одно время, где Толстовский садик. Это как раз конец города сам, я говорил, да? Там училась его родная сестра в Родионовском институте. И там же находится знаменитая Ниелова роща. Она и сейчас там есть. Она сейчас закрыта, мы ее не знаем. Но когда-то это было излюбленное место для отдыха казанцев. Мы ее тоже снимали, она сохранилась. Так вот, к вопросу о том, как выглядел Дюма. Вот это, найденное мной тоже, это журнал его, не граф Монте-Кристо, просто Ле Монте-Кристо. Он из Саратова, ну тут написано из Астрахани, они ошиблись, он в Саратове сфотографировался, жалко, не в Казани. Он сфотографировался и прислал. Потому что пошли слухи, что он чуть не помер там в этой России. Ему пришлось опровергать это как-то все. Он говорит, нет, ребята, все хорошо, вот вам фотография. Вот это. Ну, это рисунок с фотографией, конечно, но фотография была такая же. Вот, не знаю, есть мы люди, разбирающиеся в том, что это такое на нем. Кто-то говорит, что это халат какой-то татарский, кто-то говорит, что это какой-то татарский казакин. Ну, в общем, что-то такое, но совсем не по французской моде. Примерно в таком же виде он ходил и в Казани. Только все это было, вот еще прибавьте грязные сапожища, примерно вот так он и выглядел. Очень по-простому. Человек свободный, в отличие от русских граждан. Он как хочет, так себя и ведет. Орден это я ему приляпал. Дело в том, что он его описывает. Тоже вдруг я на это напал. Это настоящий орден Карла III, испанский орден. Он у него действительно был, он не купил его на рынке. И он приехал сюда, в Россию, с ним. Потому что он вообще боялся всего. Ну, как для Дюма это как путешествие по Амазонке было, примерно такая же экзотика. То есть он всего тут боится, там ножи во рту, думает тут у людей, да, а вот это все как-то, он побаивался. Он говорит, мне сказали, надень орден, так тебя немножко за генерала будут принимать. Немножко будешь как-то, ну, а то так будешь ходить, как вот так, как этот. Для тебя даже мало того, что не помогут, да еще там случится что с тобой. Поэтому он его одно время носил. Здесь, как видите, его уже нет или стерли. В общем, ну, интересная такая деталь. Дюма был очень неопрятно одет, об этом много разговоров было. И в той же газете, которую мы видели в библиотеке, в губернской, написано «Серый кафтан, грязные сапоги, заходит, сапоги чуть ли не кладет, все от него в шоке». В общем, ну, он просто вел себя свободно, очень свободно. Теперь вопрос по спутникам. С ним постоянно было 2 человека. Это Владимир Владимирович Жуковский, начальник Казанской комиссариатской комиссии. Впоследствии она, чуть позже, после Дюма, была переименована в интендантское управление, которое занималось нуждами армии. Вообще все, что там, фураж, зерно, значит, там, сапоги, там, в общем, все это было в ведении этого человека. То есть он главный, в общем, по всему провианту. Место узнаете, да? Баки-Урманче, Большая Красная. Вот здесь стояли, вот то, что вы видите здесь, когда-то стояло вот тут. Причем когда? Совсем недавно. Эти все дома были снесены вот пару лет назад, может быть, последний дом был снесен. Сюда КАИ
И там, где КАИ сейчас тоже были склады, они вообще далеко уходили. Это все была комиссариатская комиссия, комиссариатские склады. Скорее всего, Дюма приходил к Жуковскому, потому что он к нему приходил сюда. Это вообще большой вопрос. Самый сложный вопрос для меня был. И он остался неразрешенным. Где же был Дюма у них? Где они все жили? Куда он к ним приходил? Потому что мы знаем, что был у них. Очень сложно было, потому что, не буду долго рассказывать, адрес календарей нам это не сообщает, сообщает только с 70-х годов. 58-й год это слишком далеко. Это еще такие доисторические времена для таких сведений. Приходил он, скорее всего, сюда. Скорее всего, вот здесь у Жуковского и была квартира служебная. Почему квартира? Я просидел много часов в архивах, искал все, что связано с ним и все с вторым персонажем. Есть единственный документ о том, как на парадное крыльцо квартиры Жуковского был подкинут ребенок грудной. Там так и написано: подкинут ребенок на парадное крыльцо квартиры. Не дома, а квартиры. Это все, что у нас есть о Жуковском, к сожалению. Ребенка в сиротский дом, идут дальше документы, пухлое дело, ребенок вскоре умирает. Елена, девочка была. Но, скорее всего, вот сюда Дюма и приходил. Вот эта улица Большая Красная, как тогда Красная она просто называлась, здесь вот Комиссариатская, то есть нынешний Муштари, это как раз вот то самое место, где в основном все эти большие чиновники и жили. Второй человек – это Фридрих Ипполитович Лан или Федор Ипполитович Лан, начальник первого отделения 7-го округа путей и сообщения, главный по пароходикам или по тарелочкам, да, вот по поездам. Но поезда тогда еще только начинались. В основном это было судоходство. Он сажал Дюма, отправляя его. То есть он был очень важным человеком. К нему представили, в общем, важных людей. Самых главных. Этот ему, значит, провиант и дела, а этот его, значит, встретил, проводил, ту-ту, спасибо. Где жил Лан? Потому что он у него ночевал. Мы знаем, что однажды он у него ночевал. Тоже мы не знаем. Я этого Лана, я с ним сроднился, с этим Ланом. Я прочитал столько про него. Ни одной фотографии, ничего. И вдруг в конце мне попалось сведения, целое дело о смерти подполковника Лана. Выяснилось, что он застрелился. В 1968 году, ровно через 10 лет после визита Дюма, он застрелился. И, скорее всего, жил он, вот видите, да, вот здесь кольцо. Кольцо здесь. Я кружком обвел, почему вот это вот желтое все место, это так называемая Казань была поделена на полицейские части. 1, 2, 3, 4, 5, 6 потом появилась. Вот это 4-я полицейская часть Казани. Маленькая зацепка. К нему приходил начальник полицейского управления 4-й части Казани. Ну, к нему уже, не к нему, а в его квартиру, чтобы там делать труп, там описать все. Человек такого уровня, это Суконка все. Человек на Суконке жить не мог такого уровня. И, скорее всего, жил он вот тут. Пенсионный фонд Некрасова, бывший Собачий переулок, Федоровские улицы. Мы предполагаем, что вот он жил здесь. Я так думаю. Точно жил где-то вот тут. Ну, никак не здесь. На Суконке он не мог жить. Не тот человек. Поэтому Дюма вот здесь, ну, примерно место, где Шаляпин родился, да, дом Лисицына. Вот где-то тут, вот сюда, вот Некрасово, вот здесь жил Лан. Вот маленькая запись из дела. Смерть Лану последовала от нанесенной раны в мозг пулями, самим собою. А что это самоубийство сделано не в здравом уме, тому служат доказательством остеофиты, найденные на основании мозга, которые и раздражали он. Я не знаю, зачем вам эта информация, но мне она была интересна очень. То есть, скорее всего, это был двухствольный пистолет или обрез охотничьего ружья, из которого у него в мозгу нашли 2 пули. Продолжать эту тему? Не будем. Вот он, тот самый Львов. Петр Федорович Львов, начальник наших жандармов, который следил за Дюма. Не путать с полицмейстерами. Жандармы – это ФСБ. Это немножко другое. Полицмейстер, да, полицмейстер пришел в университет Дюме и сказал: я здесь, ваше высокоблагородие, что угодно, пишет Дюма. Ничего не надо, пошел. Слово «пошел», кстати, он знал. Знал направо, налево, пошел, давай, хорошо. Привет. Это он знал, он прям пишет у себя по-русски.
эти слова. Это я вам почти все рассказал. Вот откуда мы все это знаем. Что он посещал дом полковника Жуковского, что был по целым дням пребывал в семействе подполковника инженера путей сообщения Лана, который застрелился. Посетил университет, 2 раза на чай к ректору, значит, Родионовский институт. Осталась Загоскина недовольна по причине неопрятного одеяния. Это вот многие принимали его за шута по его одеянию, видевшие же его в обществе, нашли его манеры и суждения общественные вовсе не соответствующими его таланту писателя. Прибавил, хотелось выслужиться, совершенно точно, вот я абсолютно уверен. Было примерно так, но ведь литературный талант. То есть мог написать сухо, нет. Вот написал так, как... Чем интересен Петр Федорович Львов? Вообще интересная фигура. У него есть родной брат Алексей Федорович Львов. Он автор гимна «Боже, царя храни». Алексей Федорович Львов, его родной брат, это автор гимна. Того самого. Я уж не знаю, бывал он в Казани или нет, там длинная история, я знаю, где они все похоронены, не у нас. Точно, там, в Подмосковье. В общем, просто интересный такой факт. Ну и закончилось все это описание у Дюма, закончилось охотой.